юридический вопрос, юридический вопрос. Если по Бишкекским соглашениям подоходные налоги не должны были сниматься с граждан крымско-татарской национальности, они же должны вернуть, если люди начнут обращаться. Вот с юридической точки зрения, как преподнести это, чтобы акция была крупнейшая? Ну, вообще, на самом деле, тут, что касается юридических рамок, ну, в Украине хорошее есть выражение. Я его услышал от Луценко, который сам хорошая сволочь, но не он первый сказал. Нам все, остальным закон. Вот. Поэтому в Украине говорить о законах, о судах, о Конституции, это, понимаете, или надо напиться какого-нибудь нехорошего самогона, чтобы не просто пьяным, а дурным быть совершенно, да, или из ума выжить, потому что в этой стране законов для самой этой страны, для этого государства нет, потому что, ну, действительно, нам решит тут реплику кинул, нам не вернули дома, которые по Гражданскому кодексу Украины должны были вернуть еще 20 лет назад, без вопросов. Вы меня не поняли, хотя бы разоблачить Украину. Разоблачить, ну вот о чем могу, о том пишу, в том числе это. Она этого не боится, этих разоблачений. В принципе, механизм должен быть такой. Украина, ну вот смотрите, у нас есть там несколько раз были, теперь один там остался депутат. Там есть фракция, да, которая должна сделать депутатский запрос в данном случае. Там Министерство финансов, там в правительство и так далее. Сказать, а как же так, блин, действующий закон Украины, ну вот это Бишкекское соглашение, это приравнивается к действующему закону Украины. Как же так? Вы смотрите, вы столько денег собрали незаконно с граждан. Возвращайте их. Вы думаете, я это Мустафе не говорил или Рифату, пока еще был в Меджлисе? Много раз говорил. Потому что по суду ты сейчас отобрать, вернуть себе эту собственность будет очень сложно. Начнется с того, что это соглашение касается депортированных. Вот ты пришел в суд и говоришь, я депортированный, и вот туда-сюда. А тебе говорят, а ну-ка скажи, где тут написано, кто такой депортированный, и объясни, почему ты депортированный или ты не депортированный. Хотя, конечно, каждому пьяному ежику в этой стране понятно, о ком идет речь и для чего. И сама Украина, когда говорит о крымских татарах за рубежом, она обязательно ссылается на это Бишкекское соглашение. Вот какие мы молодцы. Но как только дойдет до практической реализации, с вами не будет разговаривать президент там или Литвин или кто-то. С вами вот местный милиционер или местный суд скажет, о, мы не знаем, вот надо толкование закона, мы тут ни при чем, мы в принципе за, как бы. Но мы этого не можем, мы строго по закону, в законе этого нет, так что идите, товарищи, спите спокойно, вот так вот. И еще, каждая семья крымского татарина минимум по одному контейнеру, то, что нажили в ссылках, привезли в Украине, богатство ей сделали. Она же в любой момент и это может отобрать. Послушайте, Медат, я выслушаю, я вижу, я выслушаю. Медат ага, если говорить об этом, это другая сторона. Я не экономист, я вот на ходу сел, тогда это сосчитал и сам ахнул. Но если бы у нас какая-то группа экономистов посчитала, вы говорите контейнер. Контейнер не главное. Люди привезли деньги, покупали в этой стране кирпич, покупали в этой стране цемент там, и так далее, платили еще что-то. То есть, если сосчитать, сколько Украина не в виде подоходного налога, а разными способами, там, за паспорт, за то, за все, за 9, за 10 собрала денег, мы их бюджет перекрыли там раз в 100. Мы такое богатство им привезли. Они же бессовестные.